Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмяркоўваць, но мне просто прыемна сённяшнюю размову весці, але не з таго, што мы доўга не бачыліся з маёй зараз вось такой віны, быў у ад'ездзе і ўжо нават засумаваў па нашых эфірах з дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук, эксперткай у міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый день, Зміцер. Вельмі прыемна вас бачыць праз столькі дзён. І мне говорят... 2 тыдня, я так зразумела. Ну, 2 тыдні, да, 2 тыдні, вот, бачыце. Вот, як кажуць, і вам дзякуй за ваш дзякуй, як кажуць у нас у Беларусі. Спадарня Роза, шмат цікавага здарылася нават не за гэтыя 2 тыдні, а нават за апошнія некалькі дзён. І пачнем мы, давайте з вами, ну, відаць, з Мюнхенскай канферэнцыі. Я так спадзяюся, што вы сачылі, ну, стараліся прынамсі за тым, што там адбываецца. І таму я пачну з цытаты, якую вось словы, якія прамовіў у інтэрв'ю тэлеканала ЦДФ нямецкага кіраўнік канферэнцыі, Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы Крыстоф Хойзген. Ён сказаў: гэта была вельмі шмат што праясняючая канферэнцыя. Для вас шмат што праясніла гэта канферэнцыя, ці як, вот як вы ацэньваеце, што там шмат чаго стала праясняючая, асабліва у датычна стасунках Европы і ЗША? Так, я згодна з тым, што як бы былі зроблены заявы ад вельмі высокіх як бы персон. Я маю на увазе віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Венса. І таксама мы бачылі іншых выступоўцаў ад Злучаных Штатаў. Там адбываліся вельмі цікавыя сустрэчы. Напрыклад, сустрэчы ў Ціхановскай, я так зразумела, былі дастаткова высокага ўзроўня. Но насамрэч у меня засталіся пытання і адносна іх таксама. Вось тое, што ты заявы, які зрабіў Венс, яны укладаюцца як бы у той напрамак знешняй палітыкі, якую я чакала ад Дональда Трампа, і зараз, ну, як бы я атрымала пацверджанне таго, што такая знешняя палітыка будзе, і што яна накіравана вось на такія напрамкі, як устанаўленне там міра унутры Украіны і як бы давленне на Киев, на Зеленскага вельмі моцны ціск, я маю на увазе. Вось гэта заігрыванне з Масквой, заігрыванне з Пуціным. Мэта гэтага заігрывання таксама мне зразумелая, таму што калі бы мы чыталі не толькі тое, што зараз робяць, што зараз гаворыць, напрыклад, Венс, а у тым ліку тое, што як бы рабілі у такіх рамках стратэгічных даследаванняў амерыканскія аналітыкі, то тады мне зразумела, чаму гэта так адбываецца. Мы зараз як бы вяртаемся да тых часоў, калі дэмакратычныя як бы каштоўнасці яны отодвигаюцца на другі план. На першы план выходзяць як бы так званыя нацыянальныя інтарэсы Злучаных Штатаў. Вось насамрэч зразумела, які у тым ліку як бы падтрымання нацыянальнай моцы ЗША у будучым як бы магчымым канфлікце з Кітаем, напрыклад. І вось гэтыя як бы адносіны паміж крупнейшымі дзяржавамі, якімі з'яўляюцца з пункту гледжання Дональда Трампа, гэта Кітай і Злучаныя Штаты. А для гэтага Злучаным Штатам патрэбна упершыню як бы наладзіць адносіны з Расіяй, таму што гэта такі стратэгічны як бы ход, і дэмакратычныя каштоўнасці тут ні пры чым.
Вось примерно так. Но у мяне як бы з'явіўся такой, як я напісала ў сваім допісу у Фейсбуку і таксама ў Тэлеграме, адносна Беларусі у меня з'явіўся такі не осторожны аптимизм, як напісала там, а ограниченный оптимизм, таму што я ўвогуле меркавала, што вось наша праблема балючая, вельмі балючая, я маю на ўвазе палітзняволеных, яна ўвогуле будзе выпадаць з як бы такого фокуса палітыкі Злучаных Штатаў, аднака ж все ж таки яны як бы схавалі вось гэтае першае месца, по крайней мере, так мы бачым з заяў Крыса Сміта, які быў у Менску, і потым мы убачылі гэты артыкул у Нью-Йорк Таймс, адкуль мы як бы напрыклад, я чырпаю як бы інфармацыю адносна таго, што адбывалася і таго, што можа адбыцца у бліжэйшай будучыні. Вось примерно так. Ну, а тое, што там як бы Злучаныя Штаты і Еўразвяз зараз адносіны вельмі напружаныя, і што яны разыходзяцца по такім вельмі важным як бы прынцыпам для Еўропы, ўсё ж такі дэмакратычныя каштоўнасці яны застаюцца на першым плане, а для Злучаных Штатаў не. Вось тое, што Трамп хоча перавесці адносіны з усім мірам, не толькі з Еўропай, на такі як бы неорэалістычныя як бы рельсы, і гэта с аднаго пункту гледжання, з другого пункту гледжання у меня ўсё ж таки есть некія сумневы адносна вось кампетэнтнасці гэтай адміністрацыі. Тое, што ёсць поспех, напрыклад, з боку дзярждепартаменту, гэта я так мяркую, што гэта такая заслуга Марка Рубіо. Ён адзін з немногіх, хто мае такую вельмі добрую рэпутацыю. Вось, і тое, што ён схаваў зараз став, я не ведаю, як па-беларуску будзе штат, да, дзярждепартаменту, таму што я памятаю, што адбывалася ў першы срок адміністрацыі Дональда Трампа. Тады штат дзярждепартамента быў скарочаны на 30%. Зараз такого мы не бачым. І я так зразумела, што Марк Рубіо як бы ён здольны схаваць вось гэты штат, таму што штат дзярждепартамента ён вельмі кампетэнтны. І вось тыя як бы паспяховыя крокі, якія зрабіла адміністрацыя Дональда Трампа, я маю на ўвазе у знешняй палітыцы, не паўсюль, ну вось што датычыцца Беларусі, напрыклад, і што датычыцца падрыхтоўкі зараз вось перамоў па Ўкраіне, як бы па меншай мере з пункту гледжання падрыхтоўкі перамоў, не як бы не змест перамоў, а падрыхтоўка перамоў вельмі хутка адбываецца. Я так зразумела, што это часткова як бы заслуга Марка Рубіо, таму што ён вельмі добра працуе. І вось яго штат дзярждепартамента ён схаваў. Я маю на ўвазе, там не адбываецца скарачэнняў, там не адбываецца тое, што зараз адбываецца, напрыклад, у USAID, это адзін прыклад, а іншы прыклад гэта Цэнтральнае разведвательнае ўправленне, яшчэ дзе будуць адбывацца як бы скарачэння, вельмі шмат такіх федэральных агентств, дзе зараз адбываецца скарачэнне, это ввогуле пагражае як бы катастрафічнымі як бы сітуацыямі у розных галінах як бы амерыканскай жизни. Вось гэта як бы вось зараз мы бачым усе наступства. Таму мы с вами можем як бы абмяркоўваць вось гэтыя ўсе напрамкі. Но Мюнхенская канференцыя зараз яна попросту як бы показала нам, да, мы убачылі тое, што ў них у галавах, якая у них повестка, яна насамрэч з'яўляецца праворадыкальнай повесткай. Яны як бы пацвердзілі сваімі не толькі паводзінамі, но і заявамі, і
Зараз мы ўбачым, што будзе адбывацца ў адносінах Злучаных Штатаў з Еўропай. Еўропа аказалася як бы маргіналізавана ў гэтым перамоўным працэсе, і як бы умешательство у выборы в Германии таксама як бы подтверждае мои вось гэтыя разважанні адносна повестки, палітычнай повестки текущей адміністрацыі. Яна праворадыкальная эта повестка. Добра, давайте мы, можа быть, больш падрабязна пройдземся па асобных таких накірунках, якія вы азначылі. Іх сапраўды шмат, на што не паспеем, таму давайте тыя, што бліжэй да нас. І ведаеце, я б хацеў ўсё ж таки ваше меркаванне вось чаго пачуць. Ад самага пачатку мы чуем, што беларуская повестка на захадзе ўвогуле, не толькі для ЗША тым больш адышла не на другі, на трэці, а на якіх-нибудь там 8-10 план. І што для ЗША увогуле беларуская повестка гэта нейкае такое, як вот далёкае, як з космоса, нават далей, чым Марс для Ілона Маска. І тым не менш, калі на фоне разваг про тое, што калі пра Беларусь у адміністрацыі Трампа, нават не сам Трампа, у яго адміністрацыі і ўзгадаюць, то гэта невядома, калі будзе і невядома з якой нагоды. І тут адразу пасля самых таких важных жыццёвых для Амерыкі захадаў наконт таго, как там пасварыцца з Канадай, перайменаваць заліў і паспрабаваць прыцягнуць да сябе Грэнландыю, узнікае беларускае пытанне. І цэлы такі высокага ўзроўню чыноўнік выпраўляецца ў Мінск. З чаго гэта? Чаму менавіта Беларусь на такім высокім узроўні? Ну, скажем так хутка і блізка стала актуальнай для адміністрацыі Трампа. Но тут я павінна, па-першае, казаць, што гэта моя таксама была памылка адносна таго, што Беларусь не ў фокусе. Я таксама з вами абмяркоўвала гэта і мои як бы словы былі пра гэта. Тое, што Беларусь зараз на 10-м месцы, што у Злучаных Штатах зараз няма часу, як бы увага для Беларусі, гэта вельмі будзе дзіўна. Но в гэтым выпадку моя памылка таксама, потому что я говорила про тое, што Беларусь можа попасть в фокус толькі выключна у як бы умовах, калі гэта будзе перамовы по Украіне, і калі гэтыя перамовы по Украіне будуць датычыцца не толькі як бы спынення агня, но па-першае таксама будзе ставіць мэтай сваей у як бы усталяванне гэтага долгосрочного, пробачьте, зараз на русской буду говорить, долгосрочного мира, устойчивого долгосрочного мира. Вот тут я говорила о том, что если такие переговоры начнутся, то тогда Беларусь всплывет как бы без сомнений. У меня были сомнения относительно того, что переговоры будут такие. То есть вот, что целью этих переговоров будет именно установление долгосрочного мира. Но, как мы с вами видим, на самом деле они сформулировали цель переговоров как установление именно мира. При этом одно дело сформулировать эту цель, совсем другое дело подготовить такие переговоры. Как я теперь вижу эти переговоры с технической точки зрения, они были подготовлены. Практически мы с вами сейчас видим уже начало этих переговоров. Это меня, конечно, поразило. Я так поняла, что, скорее всего, интенсивная подготовка переговоров началась в конце прошлого года. Судя по тому, что Крис Смит начал вести переговоры относительно возможной отмены санкций в отношении Беларуси в обмен на политзаключенных, я считаю, что это просто-напросто является частью подготовки этих переговоров по Украине. Это первое. Второе, что касается того, что относительно почему фокус на Беларуси будет сохраняться, именно потому что эти переговоры будут сейчас старт начнется, первый раунд начнется в Саудовской Аравии. Я думаю, что Лукашенко очень хотел бы быть причастным к этому переговорному процессу. Соответственно, с его стороны, со стороны администрации Лукашенко поступили соответствующие такие пропановы. И
І вось гэтай прапановы Крыс Сміт, я так зразумела, судя по тому, что было опубликовано в Нью-Йорк Таймс, ён абмяркоўваў ужо с декабря, со снежня, прабачце, 2024 года. Вось, то есть события развиваются гораздо быстрее, чем я могла себе представить. Это не означает, что эти переговоры пройдут успешно, они могут затормозиться, они могут быть сорваны. Сейчас очень многое зависит от того, какую позицию займут основные переговорные стороны, имеется в виду Россия и Украина. Ну и, конечно, что может Европа предложить такого, чтобы оказаться не на столе, а за столом. Да? То есть тут даже Европу как бы исключают из переговорного процесса. Ну, наколькі я разумею, про роли. заўтрашнія тыя перамовы і Украіну выключаюць з гэтага працэса, то дзе тут месца Лукашенко увогуле? Так, ну, места Лукашенко нет, но он может быть частью сделки. Вот в чем дело. И как бы то, что Лукашенко, видя, как у меня муж говорит, пригорает, да, у него там пригорает конкретно, или подгорает, извините, подгорает конкретно. То, что у него подгорает конкретно, и он пошел со смелыми предложениями к американской администрации, они сейчас тоже этим воспользуются. Потому что белорусская тематика, как это не дивно, ну, не дивно, я имею в виду, что так быстро, как это не дивно, она становится частью, возможной частью переговоров. Что на самом деле, конечно, будет, сложно сказать. Насколько это будет без Украины, я не знаю. Вы знаете, сейчас президент Зеленский находится в Объединенных Арабских Эмиратах. А команда переговорщиков со стороны американцев уже вылетела в Саудовскую Аравию. Причем, ну, это настоящая переговорная команда, судя по составу, да. То есть все будет развиваться весьма быстро и в разных непредсказуемых, я бы сказала, направлениях. Но переговоры начинаются. Настоящие переговоры политические начинаются. Как, собственно говоря, и с американской администрацией, с государственным департаментом Лукашенко вступил, я бы сказала так, перешел от фазы консультаций, видимо, к фазе переговоров. Настоящий. Давайте вернемся до вось гэтай сустрэчы Сміта с Лукашенкой і Церцелем, старшынёй КДБ, пра што ён сам распавёў, калі вярнуўся з Мінска і ў Вільні, здаецца, быў. Я працытую: амерыканскі бок прапанаваў адмену санкцый банкі і калій найперш у абмен на вызваленне палітвязняў. І тут таксама у мяне ўзнікае два пытання. Першае, амерыканскі бок прапанаваў, то есть вот яны адразу выйшлі з такой ініцыятывай. Як вам падаецца, гэта рэальна? І другое, мы не адзін раз казалі про тое, что ўсё ж таки конкретно для адміністрацыі Трампа і яго асабіста пытанні правоў чалавека, ну, дзесьці там на нейкім месцы, і што беларускія палітвязні ім акурат таки мала цікавыя. І тут раз узнікае пытанне адмены санкцый, вызвалення палітвязняў найперш. Ничего дивного. Да, я об этом и говорила, что для меня вот это и есть поводом для так называемого ограниченного оптимизма. Почему оптимизм ограниченный, я просто поясню, потому что все остальное выглядит на самом деле ужасно. Вот я имею в виду политику администрации Дональда Трампа, и как бы дальше уже, ладно, не буду говорить. Мы с вами сейчас говорим конкретно о Беларуси. Что здесь удивительно, я имею в виду политзаключенные в обмен на санкции, это буквально как бы то, что мы обсуждали, да, внутри белорусских демократических сил, и то, о чем я говорила, что это на сегодняшний день вряд ли будет интересно американской администрации. Но, во-первых, значит, американская администрация, во-первых, переговоры ведут те же самые чиновники, которые вели их при администрации Байдена. Я имею в виду Криса Смита. Крис Смит знает белорусскую тематику великолепно. Великолепно ее знает. Это первое. Второе. Администрация Дональда Трампа, по всей вероятности, освобождение белорусских политзаключенных – это не столько вопрос практический, да, сколько вопрос сохранения имиджа. Да? Помимо всего прочего, мы с вами на сегодняшний день видим, в первую очередь освобождают американских граждан, да, или тех, кто работает, например, вот Радио Свобода, я имею в виду Кузнечика. Плюс вот это, почему попала еще сюда третья политзаключенная, многодетная мама, потому что на самом деле у американцев есть свои приоритеты. Когда они говорят о политзаключенных,
у них есть своя как бы логика и повестка. Вот многодетные матери являются частью этого. Понимаете, с точки зрения и даже имиджевой, да, освобождения не просто политзаключенных, да, матерей, да, многодетных матерей, это, ну, як бы в огуле такое полепшение имиджа. Первое. Второе, не думаю, что это сильно дорого стоит для Соединенных Штатов, я имею в виду вот такое предложение, потому что оно может реализовываться, а может быть нет. И третье, самое главное, они озвучили ровно то, что считают необходимым озвучивать. И опустили ровно то, что считают неважным считают важным не выносить на всеобщее сейчас обозрение и обсуждение. Я уверена, что на сегодняшний день для американской администрации там самым главным вопросом является вопрос безопасности белорусско-украинской границы, наличия российских баз на территории Беларуси. Но ни та, ни другая сторона, как вы видите, об этом не говорит. И вот это является как бы знаком того, что, возможно, это и является настоящим предметом переговоров. Никто Криса Смита сейчас не заставит говорить все то, что они говорят, обсуждают. И как бы у меня на сегодняшний день есть гипотеза, которая она завиральная, она не имеет, опять, никаких, да, подтверждений, но она, как мне кажется, достаточно логичная. Вы же знаете, что Лукашенко в последнее время никуда не зовут, не приглашают. И мы задавались с вами вопросом в эфире, почему его никуда не приглашают. Вот. Чем же он так провинился? Вот. По всей вероятности, вина его заключается именно как раз в переговорах с Соединенными Штатами. То, что северокорейская сестра Ким Чен Ына, да, выразила буквально такое свое негодование относительно того, что как бы определяйтесь, ребята, с кем вы и куда. Вот меня это в свое время удивило. Но так как ни у меня, ни у вас не было информации, что уже начались переговоры, да, и что Крис Смит занимается обсуждением этого направления с декабря месяца, то, естественно, как бы я никогда не говорю того, чего я не вижу и не знаю. Вот мы просто с вами как бы констатировали факт, что Лукашенко после так называемых выборов никуда не приглашают. Но сигналом, конечно, являлось то, что Госдепартамент США не сделал никакого заявления по поводу выборов, как вы знаете, по поводу результатов. Это было странно. Это был тоже один из таких звоночков, как я говорю. Ну а теперь все эти звоночки укладываются в логическую цепочку. Логическая цепочка заключается в том, моя гипотеза заключается в том, что переговоры начались в конце прошлого года, а основным предметом переговоров являются вопросы безопасности. Вопросы безопасности связаны с переговорами по Украине. Что это может быть? Это могут быть вопросы, связанные с базами, с размещением российских войск и с учением «Запад-2025». Это вопрос безопасности белорусско-украинской границы. Все этот блок вопросов примыкает к переговорам по Украине. Для того, чтобы вести такие переговоры, надо вести с Лукашенко эти переговоры, ни с кем иным. Кто из них был первым? Администрация США или Лукашенко? В данном случае, ну, по словам Криса Смита, они были первые. Эти переговоры ведутся фактически с декабря месяца. Они укладываются в этот давление со стороны Москвы подписать этот договор о гарантиях безопасности. Как вы знаете, Лукашенко пытался петлять. Непонятно, он подписанный, вроде как вступил в действие, но что за этим дальше стоит? У Лукашенко есть ряд, как это сказать, примеров его дипломатической деятельности и работе с русскими, когда он в самый последний момент мог не подписать, например, на уровне ратификации, там еще что-то сделать, да, то есть каким-то образом остановить процесс принятия, да, этого договора. Тем более, что с этим договором очень многое неясно было. А все остальное, то, что нам с вами сейчас подают в открытом пространстве, это тоже идет как бы в качестве части этого переговорного процесса, переговорного комплекса, но это то, что предназначено для публики. Я имею в виду политзаключенные в обмен на санкции. Что касается отмены санкций, мы с вами можем дальше продолжить. Я могу рассказать примерно, какая возможна практика отмены санкций. Да, мы до гэтага безумоўна вернемся. Я просто хочу удакладніць у
публічнай что прастору что запускаецца асноўныя такія месседжы і я нават працытую праўладны телеграм-канал перавітанне Денис Мельянцов Евген Пригерман, цитуем вас. По словам Смита, американская сторона преследует две главные цели: освобождение большого числа политзаключенных и расширение поля для маневра Лукашенко относительно Кремля. До речи, тут поза межами вот этого пытания. Ну что ж, новая американская политика полна реализма. Не хватает только признания, что сами сузили это самое поле для маневра, а теперь сами же расширяют. Ну, то есть это американцы звузили поле для маневра для Лукашенко. Это вот яны там закинули мигрантов на белорусскую мяжу, яны там самолет подбухторывались. Ну, то есть это... Территорию дали для войны. Да. Ну, але, вось основные темы, якія у публічнай прасторы. Тым не менш, я ўжо бачыў іншыя такія, наколькі гэта... скажем, праўдзівыя, непраўдзівыя, але размова нібыта у Сміта ішла апроч вось гэтага вызвалення вялікай колькасці палізняволеных, прайшла пра тое, што на падчас вучэнняў Захад-25 будзе з расійскага боку, і Мінск павінен на гэтым настаяць, прымальная, як это напісана, прымальная колькасць вайсковых расійскіх. Ну, это то есть тое, што па міжнародных дамовах павінна быць, пра што там не трэба справаздачыцца. Далей, што не будуць размешчаныя новыя расійскія базы на тэрыторыі Беларусі. Ну і яшчэ там адзін пункт быў спынення рэпрэсій. Наколькі рэальна, на ваш погляд, нават калі вот уявім сабе, гэтыя тэмы сапраўды абмяркоўваліся, уздымалі, і нават, можа быць, яны былі падтрыманыя там перамоўшчыкамі з лукашэнкаўскага боку, там тым же самым Лукашенко-Церцелем, наколькі гэта будзе рэалізавана? Я маю на ўвазе там колькасць салдат расійскіх, базы расійскія на фоне вось узгаданай вами падпісанай ужо дамовы новай, і тым больш спынення рэпрэсій. Насколько это вообще может быть реализовано, это полностью в руках администрации Дональда Трампа. Здесь дело, видите, в чем? Тут они выступают в качестве таких добрых самаритян, вот, но проблема заключается в другом. Когда ведутся переговоры с американцами относительно отмены санкций, да, относительно решения проблем, всегда, ну, Соединенные Штаты указывают на то, что будет, если мы не договоримся. Вот. И вот то, что американская администрация устами, да, там, госсекретаря или, в частности, Криса Смита, с одной стороны, как бы предлагает отменить санкции, это означает, что если переговоры провалятся, эти санкции не просто будут продолжаться, да, не просто не будут отменены, да, но они будут ужесточаться. Этот подход санкционный американцы демонстрируют сейчас, отрабатывают на Путине. И на всех отрабатывают на самом деле. Да? Ну, вот мы с вами сейчас видим, что в случае, если вы не согласитесь с тем-то и с тем-то, то вам придется как бы ждать еще более жестоких санкций, чем это было до сих пор. И вот это вот как бы манера, да, вести переговоры, то, как они себя ведут вот стратегически, тут очень важно понять, что у американцев идет первым пакетом, первой корзиной. Вот, то есть что самое главное, какие приоритеты. Они теперь не могут отказаться от приоритета массовое освобождение политзаключенных, значит, это входит в приоритет, вот, и привязка к санкциям, но это для как бы широкой публики. А самым главным, конечно, являются вопросы безопасности. Вот интересно, к чему привязаны вопросы безопасности. Если, например, Минск подписывает, не соблюдает или не соглашается, да, эти вопросы решать, что за это будет? За это, наверное, тоже что-то будет. То есть будут говорить, ну раз так, то вот как бы получается по полной программе. А вот что значит по полной программе? Ну, скорее всего, речь идет об ужесточении санкций, причем и закрытии всех этих самых лазеек.
в данном случае администрация Дональда Трампа, будет работать достаточно грубо, быстро и эффективно, потому что как бы нет проблем ни с Конгрессом США, ни с Сенатом, ни, как говорится, с какими-то бы то ни было угрызениями совести относительно соблюдения хоть каких-то там правил приличия, я про правила приличия говорю. Вот, поэтому в этой связи они будут вести в своей манере эти переговоры, я имею в виду угрожать тоже будут, если там не согласятся там на условия американские. Поэтому вот в этом и заключается мой ограниченный оптимизм. Да? Он заключается в том, что нам удалось попасть в фокус, удалось как бы сохранить в первой корзине именно политзаключенных. А насчет отмены, приостановки репрессий, я не уверена, что она идет первой корзиной. И как бы я не уверена, что отмена репрессий, она отбудется в том виде, в котором мы думаем. Может быть, это будет в каком-то другом виде. Я имею в виду приостановка, например, да, политических дел, но, например, не политика реабилитации, скажем так. Вот. Но как бы лед тронулся, уважаемые господа присяжные заседатели, лед тронулся. Мы с вами вот сейчас это будем наблюдать. С моей точки зрения, для американцев крайне важно именно обеспечить со всех сторон эффективность сделки по Украине. И мы входим в эту сделку. Отдельным треком. Да, мне просто вось цікава, ці уявім сабе зараз, ну вот асноўная как бы ідзе размова про нібыта зняццё санкцый з банкаў і з калійкі. Уявім сабе, што гэтыя санкцыі здымаюцца, выходзіць вялікая колькасць палітвязняў, наколькі што значыць вялікая колькасць не зразумела, але уявім сабе, што вялікая колькасць, там скажем, гэта не 200, а болей. Ведаючы, як гэта працуе, што сёння выпусцілі аднаго, заўтра на гэта месца забралі 5, ці хопіць у ЗША санкцый, каб пастаянна вызваляць усіх, каго рэжым будзе кідаць за краты? Но это к вопросу о процедуре, как отменяются санкции в обмен на выполнение соглашения. Значит, в идеале, если подписывается такое соглашение, а потом как бы там прописывается процедура его имплементации. Вот. И процедура имплементации не менее важна, чем само соглашение. То есть насколько будет прописано. Ну, зная американскую дипломатию, в принципе, будет прописано. Да? Во-первых, у американцев есть опыт отмены санкций следующий. Они не отменяют санкции вначале. Они их замораживают на энный срок. То есть на полгода или на год. И смотрят, как осуществляется выполнение договора. Если договор не выполняется, санкции возвращаются. А в данном случае, я думаю, они будут еще и ужесточаться. Поэтому, как говорится, дело утопающего рук самого утопающего. Хочет Лукашенко, чтобы санкции были заморожены и отменены впоследствии, тогда ему придется выполнять пункты этого соглашения. Вопрос, как оно будет хорошо прописано. Если, как это сказать, если он хочет свое соблюсти, как бы те требования, которые противоположная сторона прописала в соглашении, не выполнять или выполнять плохо, или выполнять, а потом как бы назад вернуться, я должна как бы предупредить, на самом деле так не получится. Американцы как бы вели переговоры не с такими людоедами и не с такими хитрыми людьми. Он не самый хитрый в мире как бы диктатор, с которыми они вели переговоры. Вот, поэтому готовьтесь, господа, уважаемые, как бы придется выполнять. Все, что вы возьмете на себя на бумаге, вам придется это выполнять, иначе санкции будут возвращаться и будут ужесточаться. Вот и все. Наколькі, на ваш погляд, верагодна, што вось гэтыя перамовы ўвогуле пачаліся і працягваліся, тым больш, як вы кажаце, хутчэй за ўсё яшчэ з канца мінулага года і без адпаведнай санкцыі на гэта Москвы? Вот это отсюда вот этот вопрос связан с тем, почему его не приглашают.
То есть, если им удалось сохранить эти переговоры в тайне от Москвы, я как бы крайне удивлена профессионализму, нет, не американцев, нашему профессионализму, в частности, Комитета государственной безопасности. Вот, но я не уверена в том, что эти переговоры были секретными, потому что секретные переговоры — это как раз те переговоры, о которых мы не знаем ничего. Нигде, никто, никак, и вообще ничего не знаем, да. И потом вдруг мы как бы обнаруживаем. У американцев есть большой опыт ведения секретных переговоров, огромный опыт, весьма успешных, кстати, переговоров. Вот, в частности, там так готовились соглашения и по Кэмп-Дэвиду, так соглашения. Нет, по Кэмп-Дэвиду в меньшей степени это были секретные переговоры. Я имею в виду ближневосточное урегулирование, которое там в 90-е годы велось, подписание ряда соглашений, в том числе с Палестинской национальной администрацией. Вот. Но как бы то, что Москва, скорее всего, догадывалась об этом, я думаю, что да, но они ничего с этим, видимо, не смогли сделать. Вот. Единственный звоночек — это то, что Москва не зовет к себе Лукашенко. Так там же ж нібыта былі планы у Лукашэнкі агучаныя, што ён тут вот бліжэйшым часам там у Москву паляціць. Ну, наверное, полетит, чтобы поделиться информацией о том, как идут переговоры с американской администрацией. Ну, Москва-то ведет переговоры с американской администрацией давно, даже раньше, думаю, чем декабрь. Вот почему он не может вести переговоры? Ну, он просто с ними поделится информацией. Вот. Все или вопрос информации. А что еще Путину остается делать? Вот, ну, убить Лукашенко, там, я не знаю, разбомбить Минск, что ли? У него же тоже есть ограничения в этой связи. Вот, но не позовут, ну вот корейцы не зовут теперь к себе. Вот в Китай он теперь не летит. Ну, в общем, интересно, конечно. Интересно. Ну не ляціць, але калі вось так вот глядзець з перспектывы тут і зараз, то атрымліваецца, ну как бы Лукашенко перайграў і захады апозіцыю пераседзеў гэтую турбулентную всю сітуацыю і зараз застаецца у выйгрышы, то есть захад пайшоў на яго умовы. Часткова так, часткова не. Потому что зараз мы только абмяркоўваем с вами магчымасць этого соглашения, но его еще пока нет. Оно, наверное, уже почти готово, возможно, оно уже даже парафировано. Мне вот здесь не хватает информации. Вот, если допустим, что уже соглашение есть, основные все параметры прописаны, этапы реализации, да, имплементации, все уже прописано, и мы с вами наблюдаем начало реализации этого соглашения, тогда да, тогда я могу сказать, что частично Лукашенко смог пересидеть и дождаться более благоприятных для себя условий международных отношений. Но он вступает в этот новый срок значительно более слабым по всем позициям и с неизвестным исходом этого срока, потому что вот турбулентность, она на то-то и турбулентность, что самые слабые во время этой турбулентности могут вылететь в трубу. А Лукашенко слаб в любом случае. До речи, очень сильно, потому что как бы частично вот это возможное соглашение, да, с Соединенными Штатами — это не договор с Европой, а ему для счастья, да, для вот как бы возврата на позиции до 2020 года ему нужно что-то подобное именно с Европейским Союзом. А насколько я понимаю, как бы тут и конь не валялся, тут совсем другая как бы пропозиция. Вот, поэтому тут как бы это как с Украиной сейчас говорить о том, что вот Путин победил, да, вот в случае, если вот будет в таких условиях подписан мир с территориальными уступками и вообще там черт знает с чем. Но я вынуждена сказать, что мы с вами вообще как бы в 2022 году весной для нас вообще стоял вопрос, Украина сможет выжить как государство независимое. Вот и в этом смысле Москва своей цели не достигла. Поэтому как бы вот эти эмоциональные качели, которые мы с вами переживаем, да, они не должны влиять на трезвость и объективность наших оценок. Мы должны иметь в виду все, в том числе и те достижения, успехи и заслуги,
которые продемонстрировали ЗСУ, и Украина на сегодняшний день продолжает оставаться независимым, свободным государством, которое определяет свою внешнюю и оборонную политику самостоятельно. Того, чего могло и как бы то, что могло быть утрачено навсегда в течение скольких там 3 дня за Киев до Киева, да? Вот. Но на дворе 25-й год, и Украина все еще существует как свободное, независимое государство, как кандидат в члены Европейского Союза, как возможный кандидат в члены Североатлантического договора. Да, очень драматичная сейчас ситуация, особенно с точки зрения территориальной, да. Но вот этого максимума, который бы хотелось, пока, конечно, этот максимум пока недостижим. Чтобы Путин в Гааге, чтобы Россия развалилась, чтобы Украина вернула свои территории, этот максимум пока недостижим. Все, что я могу сказать. Но это не означает поражение. Когда я читаю «поражение», «Путин выиграл», то же самое, что Лукашенко смог, переждал, молодец какой. Он как никогда силен. Вот этот вот мужчина, который в 2020 году он выглядел как, а в 2025 как. Вот, это тот человек, который, благодаря политике которого, репрессивной политике которого, съехало с Белоруссии порядка около 500 тысяч человек. Мы с вами обсуждали, какие это уехали. Это то, что сейчас отбывается в Беларуси под названием, я назвала это национальной катастрофой, включила сюда все, и демографию, и науку, и здравоохранение, и все остальное. Но вообще состояние общества. Это выигрышем не назовешь. Это пирова победа, и еще она не отбылась. И Европа его еще не признала. Поэтому давайте сохранять трезвость оценки и не будем чрезмерно, как это сказать, преувеличивать или преуменьшать что-либо. Объективно, спокойно оценивать, как бы не опираясь на пропагандистов, а на факты. Того, чего мы хотели, мы, конечно же, не добились. Но и Лукашенко тоже. Ну перасядзеў, а тут з ім ужо пачаў размаўляць захад у асобе прынамсі там ЗША як мінімум, а там глядзіш і Еўропа падцягнецца, асабліва з улікам того, што пачалося гэта з такога трэка палітвязняў. Для Еўропы акурат такі гэтыя аспекты яны вельмі важныя, і чаму тут не подцягнуцца до гэтых трекаў? Ну вот тут важно, что между США и Европейским Союзом сейчас наблюдается как это сказать, расход, да, раскалибровка. Да, расход в понимании того, что надо делать, а чего делать не надо. Вот. И мне кажется, в этой связи я бы не стала сейчас ожидать, что европейцы вслед за Соединенными Штатами начнут такие же переговоры с Беларусью. Потому что в Европейском Союзе, в частности в Брюсселе там, да, и в Германии тоже, вот, сложилось вполне определенное мнение, что с Лукашенко вести переговоры нет. И такое мнение может измениться только в связи с изменением политического ландшафта в Европе, которое может случиться через национальные выборы. Я имею в виду приход правых радикалов к власти. Вот. Но пока, насколько я понимаю, в ближайшие полгода, год этого не произойдет. Европейцы попробуют договориться с администрацией Дональда Трампа по отдельным вопросам, но что касается генеральной линии политики, я думаю, что у них только вот начинается расхождение. Насколько оно будет существенным, я думаю, что оно может быть существенным. И когда мы с вами говорим про Запад, у меня вопрос встречный. А мы с вами можем говорить сейчас о том, что этот Запад существует коллективно? Ну, судячи по всем... Так... Под вопросом как раз именно это. Тогда Лукашенко ведет переговоры не с Западом, а только с его частью, пускай даже важной в мире, но для него конкретно, для него, он-то в Европе находится, для него эта часть не такая важная, как, например, это было бы в случае, если бы речь шла о Китае. Для Китая важны Соединенные Штаты, а для Лукашенко Соединенные Штаты важны, но если посмотреть как бы на долю участия
до 2020 года Соединенных Штатов в белорусской там торговле, экономике. Вот. Но, конечно, финансово-банковские эти самые санкции, отмена банковских санкций, это будет очень важно. Вот. С этим я согласна. Но мы, когда с вами говорим, переговоры с Западом, у меня встречный вопрос, а Запад-то чем сейчас является? Он вообще есть как коллективный актор? Или же уже мы с вами можем констатировать, что надо осторожней с этим термином? Ну на дадзены момант да, але калі гэтыя перамовы пачыналіся, там же была якая логіка, і яна не адзін раз агучвалася і Лукашенко і ее прапагандыстамі, што галоўнае это гэта Вашынгтон, гэта ЗША, а Брюссель і Еўропа скажуць так, як хозяин з Вашынгтона скажа. Ну да, это же укладывается в их понимание мировой политики. Вот. Отчасти оно такое, но не такое примитивное и грубое, отчасти нет. Только тогда, когда они могли находить общий язык на общей ценностной основе. Вот. Сегодня мы с вами наблюдаем расхождение. И тогда все эти твиты Путина, или вернее цитаты Путина или ретвиты Трампа, там, перепост Трампа, это все не совсем соответствует действительности. Потому что вы поняли, что на Мюнхенской конференции после весьма радикальной, громкой, скандальной, я бы сказала, речи Венса, Европа возмутилась в массе своей. Посмотрим, конечно, на что они способны, как они ответят на это, но такого расхождения не было уже очень-очень давно. Наверное, с 30-х годов 20 века. 20-30-х годов. Вы помните, что в свое время Вудро Вильсон после Первой мировой войны предложил знаменитые свои 11 пунктов. Это стало прообразом новой системы международных отношений. В частности, была создана Лига наций. Но внутри Соединенных Штатов победили другие взгляды. Это изоляционистские взгляды. И тогда фактически США и Европа разошлись. То есть европейцы придерживались этой позиции, да, вот, а американцы нет. Чем это закончилось для Соединенных Штатов? Открывайте учебник истории, смотрите. Чем это закончилось для Европы? Понятно, войной, Второй мировой войной. Чем это кончилось для всего мира? Понятно, Второй мировой войной. И Соединенные Штаты были снова вынуждены вернуться, но уже теперь в качестве воюющей стороны, вот, что как бы стало как бы уроком для них, и после этого они уже не уходили из Европы, не занимались этой идиотской изоляционистской политикой. Вот. То, что сейчас делает Дональд Трамп, он подрывает основы американской политики с начала 20 века. То есть возвращается на столетие назад. Шмат истории-то дальше читать-то надо, дальше-то читать. Кризис, мировой финансовый, экономический кризис. И дальше. Политика Рузвельта. Ну так, спадарня Роза, шмат тэмаў, якія варта было б абмеркаваць, усё, на жаль, не паспеем. На заканчэнне ўсё ж таки ад вас, калі вы казалі пра тое, што вот ўсё ж таки гэтая тэма палітвязняў захоўваецца ў гэтым вот умоўным партфеле з перамоўнымі прапановамі, якія ёсць у ЗША, вы сказалі, у нас атрымалася, нам удалося захаваць гэтую тэму. Каму нам? Якая роля Дэмсілаў, на ваш погляд, во всем гэтым процессе? Вы знаете, ну, надо у Криса Смита спросить было бы, в какой степени удалось именно демократическим силам. Но вы знаете, что Крис Смит, он занимался белорусским направлением, он как бы был одним из архитекторов и частью стратегического диалога, да, США с белорусскими демократическими силами. Он очень хорошо знает и понимает белорусскую тематику. Марк Рубио, я напоминаю, был одним из авторов проекта «Беларусь Democracy Act» от республиканцев. 2 таких было проекта, сейчас про республиканский проект. Все уже не слыхать, опять вернулись к демократическому проекту. Вот. Но это означает, что и Марк Рубио, и Крис Смит
тот, который непосредственно ведет переговоры, они знают прекрасно белорусскую тематику. Благодаря кому и чему они знают эту белорусскую тематику? Конечно, благодаря высококачественной американской дипломатии, но и длительному контакту с белорусскими демократическими силами. Крис Смит действительно знает тему глубоко. Единственное, чего он, если он не знал, мы добавляли, рассказывали, делились новыми свежими новостями, которые даже в паблик не попадали. Ну и в частности, у меня был такой случай, когда мы, наверное, где-то примерно год тому назад обедали в Вильнюсе. Это как раз в рамках стратегического диалога был обед. И в частности, например, каждый из нас рассказывал что-то, чего он не знал. Хотя было очень сложно найти то, чего он не знал. Он хорошо владел темой, он хорошо, глубоко все это понимал, он глубоко и в этой теме и сочувствовал, по-человечески, как это сказать, искренне сочувствовал и переживал тому, что нам пришлось пережить. Но я рассказывала о том, что происходило в сфере высшего образования в основном и так далее. Кто-то там добавлял что-то еще во время этого достаточно продолжительного обеда, да, официального. Поэтому я не знаю, как это измерить, но факт остается фактом. Длительный контакт с белорусскими демократическими силами снабжал их информацией и пониманием, что это не просто цифры, не просто факты, это живые люди, которые переживают эту трагедию, эту драму на личном примере, на примере, я не знаю, личном Оли Горбуновой, да, которая была политзаключенной, Светланы Тихановской, у которой муж в таком самом состоянии, он вел переговоры, он с ними со всеми встречался, он знал прекрасно эту тему, что связано с политзаключенными. Мы рассказывали кто что, я рассказывала про то, что творится в сфере образования, какие ужасные репрессии происходят. Мы делились этим уровнем и ужасом на конкретных примерах, на человеческих примерах. Не где-то в Беларуси сидит 1500 политзаключенных, не что-то а конкретно ты сидишь напротив человека, который вышел из тюрьмы, который рассказывает тебе, что там реально происходит. Или ты сидишь напротив человека, который тебе говорит, вот вчера я получила список, кстати, очень хорошо владел информацией, список людей, которые пришли в БГУ, которых обвинили в экстремизме, которые сейчас вызывают в КГБ за донаты. 156 человек было вызвано. И я рассказывала ему эту информацию, откуда, например, у меня была эта информация, потом она попала, эта информация, в паблик. То есть уровень, масштаб репрессий every day на конкретных примерах, на людях, когда человек смотрит на другого человека, который рассказывает о своих коллегах, друзьях и родных, которые сейчас в этом ужасе живут. Я думаю, как это измерить? Градусником? Чем? Как? Спросите у Криса Смита, если у вас такая отбудется махчимость, какой процент отбывается на решение Держдепартамента вести переговоры, какой процент, какая доля благодаря белорусским демократическим силам. Как это выражается во встречах, в градусах, в чем, я не знаю, в чем это может еще выражаться. Но Крис Смит очень хорошо знает эту тему, и он по-настоящему искренне, детально знает. Відаць, дзякуючы гэтай яго абазнанасці мы і маем тое, што маем, да чаго это па выніку прывядзе. Будзем сачыць за навінамі. А я нагадываю пра неабходнасць подпісацца на телеграм-канал спадарні Розы Турарбекавай. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои падабайки, расширвайте, і націскайте на званочек, каб не пропусціць нашу наступную сустрэчу, якая будзе праз тыдзень. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза, да сустрэчы, жыве Беларусь. Живе вечно.